Здравствуйте. Я обращаюсь к президенту Таджикистана Эмомали Шариповичу. Очень прошу, я Махкамова Мехранису Мирпачаевна. К счастью или к сожалению, я сейчас не знаю, жена родного брата первого президента Таджикистана, вашего соседа, которого вы уважаете друг друга, Махкамова Абдуманона. Вот в течение недовольные Махкамовым старшим Кахор Махкамовичем в советское еще время, это вроде бы началось с чего, что Разыкова, всему уважали мы его, очень общались хорошо, но по многочисленным просьбам населения его назначили вторым секретарем. Но отношения были у нас хорошие, я не знаю почему, но видите как, когда стали издеваться над нашей семьей, начиная с 1987 года, это очень долго, это целая жизнь, мы не обращались к Кахор Махкамовичу, чтобы не обидеть, не расстраивать его. Вот. А после переворота немножко было затишье, но с 2007 года началась настоящая война, издевательства, которые ни в какие рамки не входят. Дело в том, что когда все уехали, мы без соседей остались, пригласили, я помогла купить Купейнову, это врачу-кардиологу, купить квартиру по нашему соседству. Хороший был человек, но почему-то вдруг купил он квартиру, и муж мой помогал ремонтировать, все, хорошие были отношения, и вдруг приглашает нас в горосполком и говорят, что на вашего мужа будем уголовное дело открывать за захват земли. Я говорю, как это? Земля написана на мое имя. Под озеленением, да, квартира находится на моем имя. Моего мужа не трогайте, если судить, так меня судите, я огород перепродавать не дам. Началось, первые уголовные дела начались с 1997 года. Почему-то мужу моему. А потом этот Булат, сосед, доктор, говорит, тетя Михри, на меня не обижается, это руководству нужно, чтобы Манон Махкамовичу было клеймо судимости. Вот. А как? Потом мне сказали, что Разыков, чтобы назначить своего друга начальником стройучастка, поэтому начал это дело. Потому что должен быть мой муж начальником стройучастка. А так как он спросил вроде бы, что ты сделаешь, если будешь начальником стройучастка, он сказал, что я буду повышать рабочим зарплату, карьер пущу через кассу, а зарплату буду повышать рабочим и новое оборудование куплю. Это вроде бы руководству не понравилось, поэтому нужно было уголовное дело. Вы представляете, 8 уголовных дел в общем. На мужа 3 раза за захват земли, потом еще какие-то дела. Там, я какой-то рабочий, плотник, после работы, чтобы научиться, подрабатывать, научиться малярному делу, пошел помогать малярам, чтобы научиться. И упал, умер. Уголовное опять дело открыли на моего мужа, так как он прорабом работал. Вот. Но проверяли очень тщательно, долго проверяли, но он не виноват, потому что он подписывал все документы, все нормально, технику безопасности, так что не смогли. Опять что-то искали, угрожали. В конце концов, спустя 4 года, что ли, начальник его вызывает его, говорит, вот это дело, которое осталось вот со смертью этого работника, чтобы закрыть, просто, говорит, подпиши и ничего. Его заставили просто подписать. Оказывается, подписали и тут же объявили, подписку о невыезде взяли. Это уже 2006 год. До этого я написала президенту письмо, чтобы нас оставили в покое. Поехали из Таджикистана. В 2007 году было, когда... Когда последний раз были в Таджикистане? Мы уехали из Таджикистана, когда было покушение на внуков в 2007 году. А кто, думаете, покушение совершал? Покушение совершал наша соседка
если я подробнее... Что Да. страшно говорить нет. Я к чему говорю? Но вы считаете, что покушение совершил ваш сосед? Да, Как звали? ну, Царство Небесное, она умерла. Но она сама следователю сказала, что к нашему соседу приезжал мужчина, пожилой, я его звать не знала, ничего. Один раз пришел, он в огороде у нас гуляет, отдыхает. Я пошла, говорю, Хизмат. А он говорит, это ты, старый, в общем, обозвал, говорит. В общем, мы, говорит, договорились с Амеджоном Дадабаевым. Это он, сосед, прям окно наше смотрит, вот дом наш. Напротив друг друга. Напротив друг друга. Он сейчас сам генеральный прокурор республики. Договорились, что тебя и этот Урюзджини, там Игорь был парень, вот, и посадим, дословно. Он сказал, я посажу твоего мужа и сделаю так, что ты свои ключи на тарелке с голубой каемочкой принесешь. Сегодняшний зам генеральный прокурор Таджикистана? Нет. На тарелке с голубой каемочкой принесешь и на коленях будешь просить у меня, чтобы я их принял. Этот человек, я написала письмо президенту, потом узнала, что он был этот Сангинов, Хаким Сангинович, Царство Небесное. Если я вру, пусть Бог накажет. Это было он так. тоже умер? Да. И знаете, это я писала, это у меня письмо есть президенту, и было написано, я там написала, что этого человека я узнала на встрече студентов, он так, в общем, как он сказал, вся силовая структура у меня вот так показал, под колпаком, что хочу, то сделают они. И он делал то, что, наверное... Живых есть кто-нибудь? Да. Из те люди, которые сейчас занимаются вот это уже связано с вашей квартирой, с вашим домом. Да, вот сейчас потом скажу. Вот это началось, к чему говорю. И вот после этого началась и война ужасная. Вот. И потом как-то я получилось, сказала, что говорю, как это так надоело. Вот русскими жили, там, потому что в Чкаловске, в нашем городе, 98,5%, что ли, процентов, Да. точно не помню, было русскоязычное. Мы очень хорошо жили. Сегодня мешает больше всего. И вот, и потом началось так, что когда вот было покушение на внучку, Тогда. внуков, это было 4 июня 2007 года. Вашего внука судили? Внучке было 9 лет, внуку 7 лет, оба. Внучка потеряла сознание, вызвали врача, а врач, оказывается, сразу милицию вызывает в таких случаях. А кого вы считаете причастным к данному? Она вот, когда Женщина, милиция пришла, да, повели эту женщину, а женщина сказала, я выполняю приказ. Вот то, что вы сейчас говорите, об этом все написали президент Таджикистана, Да. Да. Вы ответ получили? Нет, нет. А в Генеральную прокуратуру тоже отправили бумагу? Нет, ответа нет, нет. Вы написали это? Я Вы написали, я сейчас, почему говорю, сейчас мы легко это услышим. Вы даже написали письмо на имя господина Путина, что это адресовали господину Рахмонову. Да. Ответ получили от Путина, что дали письмо отправить. Ну что, от Путина нет, но от помощников получила, Ну, что понятно, они в администрация чужое Путина. государство не лезут. Я работала, единственная таджичка, работала секретными документами 9 секретных предприятий строительства атомной промышленности. У меня работа достойна ВДНХ атомной промышленности. Это на один вопрос. Когда вы приехали из Таджикистана в Россию? Я сказала, Последний раз. последний раз я приехала в июне 2014 года. Да. Какие-то угрозы были в ваш адрес? Угрозы были. Вот. Я к чему говорю? Почему? Мне интересно, потому что будет слушать, это более интересно. Вы женщина, вы по своей специальности, тем более работали в атомной сфере. Вы очень человек сейчас, и даже несмотря на пенсии, вы очень нужны государству Таджикистана были. Но у вас такая задача, чтобы дом, который вы приобрели когда-то, вот тогда еще были времена нашего предыдущего президента Махтама Кахура Махтамовича, этот дом забрали у вас? Нет, хотят забрать. Но, на сегодняшний день дом на вас оформлен? Да, да. Но пускай судятся они. Они же тоже обращаются в суд? Или вас просто, значит, терроризируют? Нет, дело в том, что, я же говорю, уголовное дело открыли. 8 раз уголовное дело открыли мужем. Да. Вот когда было покушение на внуков, я, находясь здесь уже 2,5 месяца, я нахожусь с внуками в Москве, муж звонит, говорит, на тебе уголовное дело открыли. Вот, значит, как цивилизованный человек,
Вы обратились в разные инстанции, вы обратились к господину президенту, обратились в Генеральную прокуратуру, вам до сих пор, и столько времени прошло, нет ни одного ответа. Ни одного. Вы боитесь, скорее всего, возвращаться на родину. Да, вы боитесь, в первую очередь, потому что вы находитесь именно под страхом или под угрозой жизни ваших детей, в том числе ваш муж и ваши внуки. Было покушение даже на внуков, на малолетних внуков, а потом 2011... Решение данного вопроса в чем видите? Решение, я там Путин написала, что Путин написал о том, что меня сократили. Ну, так как был союз, я думала, этот вопрос решить Путину, потому что я работала на союз. Как мне Ибрагим Сангинович сказал, убирайся в Россию, ты на русских работал. Потому что 2 самона, 4 дирхама пенсия была. Я когда ему сказала, он возвращается в Россию, вы работали на русских? Нет, я ему, извините, пожалуйста, я дословно сказал, ты на Россию работала, убирайся в Россию. Это раз. Во-вторых, Махкамов теперь никто, мы вас вот так раздавили, вот так показал даже ногой. Но я его немножко, наверное, обидела, он подал на меня в суд за оскорбление власти. Ехала в Душанбе, и как лучшему другу Кахор Махкамовичу позвонила Акилову, Акил Гайбулавичу. Нашла телефон, позвонила, я говорю, извините, говорю, я не хочу, чтобы о таких делах низких, которые издеваются над семьей его брата, Кахор Махкамович, чтобы не знал. Пожалуйста, говорю, можете помочь мое письмо передать Эмилию Шариповичу. Он сказал, ладно, говорит, это было 4 июня 2004 года. Он сказал, на 2 дня мы уезжаем на мероприятие, я приду, я вам позвоню. Или позвоните. Я позвонила, он не брал трубку, помощники брали, не брал туда. И разные угрозы пошли, очень много говорила, но не буду о всем говорить. Я пошла, я говорю, как это так? На Акилова такие вещи, говорит, пошла, я говорю, мне позвонили. Пошла в МВД, я говорю, мне не верьте, поставьте на прослушивание. До этого пугали, просила на прослушивание, очень много, мне заявление, копии есть, чтобы мой телефон поставили на прослушивание. Вот такие угрозы. Про Акилова такие вещи страшные говорят. Я не верю, потому что это бесполезно. Потом опять, вот следующий год я написала президенту письмо, я написала, что мне говорят, что я должна в Россию уехать, а я не хочу, потому что моя родина, там мои родители там похоронены. Я работала слишком много, чтобы там купить квартиру. Я индивидуальной трудовой деятельностью занималась, я свадебные платья шила, я купила квартиру, потому что я зарабатывала хорошо. Я иголками зарабатывала. Мы ничего не воровали, мы очень честно работали. Вот. Я написала, что я достойно работала. Я не унизила таджиков. Я единственный таджичек, который говорила. Я говорю, у меня работа, проверяйте. ВДНХ, атомная промышленность, Вобнецк, адрес, Вобнецк. Проверьте. Ну неужели до такой степени я хочу достойную пенсию получить в Таджикистане? Я, наверное, заслужила. Ну не на одну же лепешку. 2 самона, 4 дирхама. Ответа нету. И нет. Понятно для наших слушателей, вот люди, которые будут слушать, и руководство нам будет там, соответственно, время найдет наше выступление, наше обращение. Я хотел бы, вы рассказали самое главное. Вы готовы выехать в Таджикистан? Если нет, то почему? Знаете что? Вот искать именно там правду через судебную систему. То, что вам ответа же не было. Или что-то вам уже есть, или вы уже имеете информацию, что угроза ваш адрес уже готовит. Да. И кто готовит конкретно? Потому что я когда... Дело в том, что на меня заведено уголовное дело. Вы выехали из Таджикистана в 2014 году и искали себе убежище, считается, в России. Да. И здесь находится ваш муж. Да. На все ваши вопросы, на все ваши заявления вы не получили ни одного ответа на уровне по Таджикистану. Дело в том, что вот я писала прокурору республики, послала, Хукумат писала, наша милиция писала, и в Хукумате, Музафаров, да, и в милиции. Сейчас он начальник уголовного розыска. Забыла фамилию, Рустам зовут, что ли. И наш сосед Хабиб, вот это его подчиненный, он сказал, что до сих пор не поняла,
мы тебя обязательно должны посадить и обязательно в тюрьме убить. И потом вот это... Это говорит помощник прокурора? Юрист Хукумата. Юрист Хорошо. Хукумата. Вот об этом я писал. Почему меня надо обязательно сажать в тюрьму и в тюрьме убить? Да. Ты что, Почему? говорит, не поняла? Квартиру забрать. Вас... На тебя заказ. Дело в том, что вот после того, что мне дали условно, мне по предложению следователей я стала давать квартиру по договору аренды. Вот когда я сдавала последний раз, до этого пугали, пришли 6-го отдела, пугали, в общем, забрали договор аренды и угрожали, что меня посадят. Обязательно посадят, это обещал Усманов Анисджон. Когда амнистия была, я подала заявление, мне ответ пришел, что я должна обязательно принять вину на себя, потом попаду под амнистию. Написала прокурору республики, написала и положила копии заявлений, написанных и мэру города, и милиции, что меня обязательно хотят посадить, и попросила, кто виноват, за что меня хотят посадить. Никакого ответа. Написала президенту России, президент России отправил письмо аппарату президента Таджикистана, они пишут, что я должна обязательно приехать. Тогда, когда я им писала, что меня хотят там убить. Почему меня просят поехать в Генеральную прокуратуру? Почему не расследовали? Вот почему я хочу узнать, почему в аппарате президента хотя бы не дали, не проверили, почему я вынуждена написать президенту через президента России. Да, меня довели до того, прям до такой степени, что я была вынуждена обратиться к российскому президенту, господину Путину Владимиру Владимировичу, что он мне помог встретиться с Эмомали Рахмоном. Понимаете это? Я боюсь их туда везти, потому что покушались на них, убьют там, я не знаю. Я, наверное, заслужила за 28 лет издевательства. Я должна где-то здесь жить, в Москве. Я прошу помощи. Я очень хочу, чтобы встретиться с Эмомали Рахмоном или позвонить. Я не знаю. Я должна сказать, потому что я не знаю, почему вот эти люди и за 28 лет террора, настоящего террора, какую-нибудь компенсацию или что, достойную пенсию, как